Молодые жители Тайваня, ранее побывавшие в Восточном Туркестане, опубликовали видеоролик, посвященный уйгурскому региону, на своем YouTube-канале. Получасовое видео было посвящено городу Кашгару, история которого насчитывает более 6 столетий. Блогер попытался показать нынешнее положение провинции, в которой большинство домов опечатаны замками, а жители находятся в лагерях перевоспитания. Во время беседы с местными жителями, которых сегодня почти невозможно встретить, блогер задавал им вопросы о лагерях перевоспитания. Многие из них отказывались отвечать из-за страха перед китайскими властями. Молодые люди из Тайваня сравнили китайские лагеря с концентрационными лагерями нацистов. Знаменитый турецкий блогер Рухи Ченет, у которого свыше 4 миллионов подписчиков, направился в Китай для расследования причин и источника коронавируса. Блогер попросил обратиться в посольство, если с ним не будет связи в течение 4 дней. Перед отправкой в Китай Ченет провел прямой эфир из Стамбульского аэропорта. Подчеркнув, что насчет данного вируса имеется множество теорий заговоров, блогер заявил, что после детального расследования намерен поделиться с публикой подробной информацией. Рухи Ченет сообщил, что власти Китая могут задержать его из-за позиции по отношению к уйгурскому вопросу и попросил обратиться в консульство, если от него не будет ответа в течение 4 дней. После разрушительного землетрясения в Элязыге уйгуры, переселившиеся в Турцию из Восточного Туркестана, направились в регион для оказания помощи пострадавшим. Во время раздачи еды, приготовленной уйгурами, в палаточном городке, где временно расположились семьи пострадавших, были запечатлены эмоциональные моменты. Во время интервью с корреспондентом газеты «Новый век» глава Народного собрания Восточного Туркестана Сеид Тумтюрк сделал следующее заявление. Недавно в городе Кашгар произошло сильное землетрясение. К сожалению, мы не смогли протянуть руку помощи жителям своей родины, где наш народ подвергается геноциду. Однако мы можем помочь нашим братьям в Турции, которые приняли нас. Граждане Турции, пострадавшие от землетрясения, выразили свою благодарность выходцам из Восточного Туркестана. В китайском квартале Сиднея от сердечного приступа скончался 60-летний китаец. Согласно информации местных СМИ, пожилой человек шел по одной из улиц квартала, после чего внезапно упал на землю. Никто из окружающих не подошел к старику, опасаясь, что он инфицирован коронавирусом. Несмотря на вмешательство прибывших медиков, пожилой человек скончался. В последнее время социальные сети заполонили видеоролики, на которых запечатлены падающие в обморок китайцы, из-за чего к ним никто не осмеливается подойти. Французские СМИ сообщают, что граждане не хотят сидеть рядом с китайцами в общественном транспорте. Люди сторонятся азиатских работников различных магазинов и перестали посещать китайские рестораны. За несколько часов до выхода Англии из Европейского Союза президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление. Выход Англии из Евросоюза является историческим предупреждением, которое следует учитывать каждой европейской стране. Для защиты наших интересов перед США и Китаем нам необходима сильная Европа, сказал президент Макрон. Подчеркнув, что Евросоюз должен быть реорганизован, чтобы сделать Европу более суверенной и демократичной, Макрон заявил, что даже после выхода из Союза отношения с Англией не изменятся. Около 500 человек, собравшихся в мечети Фатих после пятничной молитвы по призыву Худа-Пар, выступили против так называемого мирного плана, названного президентом США Дональдом Трампом «Планом века». Кроме того, израильские солдаты ранили 48 палестинцев в различных частях оккупированного западного берега реки Иордан, которые приняли участие в демонстрациях против данного плана.